В рамках 13-го съезда Союза композиторов Республики в Чебоксарском музыкальном училище прошел концерт чувашской музыки. Творческий союз был основан в 1940 году. Несмотря на то, что многие музыканты ушли в бизнес и в сфере культуры есть свои экономические трудности, композиторы продолжают создавать новые произведения. Например, спектакль «Аттила», музыку к которому написал Андрей Галкин, в день премьеры транслировали по интернету на весь мир. Этот балет специалисты оценили очень высоко. На концерте в музыкальном училище оркестр чувашской капеллы впервые исполнил симфонию Юрия Григорьева. Во втором отделении программы прозвучал цикл обработок чувашских народных песен Лолиты Чекушкиной. Аплодисментами зрители встретили сюиту «Свадьба в селе Свакбаши» композитора Александра Осипова. На съезде также обсудили все новые произведения, говорили об обновлении творческого состава и переизбрали на новый срок председателя Союза композиторов Чувашии Николая Казакова. У нас 12 композиторов и 5 музыковедов в Союзе, но вот из них 6 человек живут за пределами республики, в других странах даже. Вот у нас Юра Ереванов, он преподает в Соединенных Штатах композицию, то есть учит уже композиторов, но при этом пишет чувашскую музыку. Вот недавно состоялся конкурс на лучшие произведения для инструментов, сольных инструментов, и там было много произведений. Я очень обрадовался, что присылали внуки Анисима Асламаса. Вот он композитор, живет в Чехии, но тоже пишет такую национальную музыку. Юра Ереванов тоже присылал. И Сарсков из Москвы написал новые произведения. Поэтому я рад, что чувашская музыка она развивается.